Государственный институт СУКТ-Синема имени Камилы Юрматова. Совместно с телевизионной и радиокомпанией «Азия» представляет фильм основан на народном таджикском рассказе. Исполнительный продюсер Асим Арифпур. Продюсер Дилашуб Арифзада. Монтажер Ферхад Эктор. Музыка и дизайн звука Зайниддин Каримов. Художник Тахир Назар. Кинооператоры Навруз Саидов, Бахтавар Сафаров. Сценарист Бахтиер Каримов. Режиссер Мухиддин Музафар. Чашка. Вай, мой полвон. Не скучал без меня, мой полвон? Умет! Умет! Сколько раз я тебе говорила, не трогать эту грязную собаку! Умиджон, пойдем в дом. Время обеда пришло. Пойдем, малыш. Твой папа скоро придет. Давай скорее, сынок. Положи свой мяч. Заходи в дом и мой руки. Быстрее. Хакимджон? Сынок, когда ты пришел? Мы даже не знали, что ты здесь. Твоей машины не было за воротами. Да, я приехал. Моя машина сломалась. Хорошо. Хорошо. Умиджон, твой папа приехал. Иди поздоровайся с ним. Ну как, сынок, как ты? Здравствуйте, папочка. Хорошо? Хорошо.
Иди сюда. Не делайте так, папа. Ты крепкий. Как ты, сыночек Хорошо. мой? Сегодня чем занимался? Папочка, мы сегодня с дедушкой ходили к каналу. К каналу? Какой еще канал? Зачем он повел тебя туда? Ничего плохого не случилось, все нормально. Все нормально? Если бы он вдруг упал в канал, ты думаешь, старик смог бы помочь ему? Сынок, твоя мама права. Ты еще не умеешь плавать. Будет лучше, если ты не пойдешь туда больше. Скажи дедушке, что папа не разрешил тебе ходить к каналу. Ладно? Ладно. Молодец. Иди поиграй. Дорогая, мы сегодня будем есть? Нет, не будем. Дедушка, Да, почему ваша борода такая жесткая? наверное, из-за моего возраста. До этого мягче была? Давным-давно мое лицо было таким же, как и твое. Чистое и мягкое. Вы тоже были мальчиком? Да, Мой папа тоже был ребенком? конечно. Каким мальчиком был мой папа? Знаешь, Умиджон, твой папа был замечательным ребенком. Я никогда не смогу забыть один случай. Однажды осенью я заболел. У меня был очень сильный кашель. Так же, как каждую ночь? Сильнее этого. Доктор, наш сосед, посоветовал мне пить чай с медом. Твоя бабушка пошла в магазин, но меда там не было. Хаким Джон убежал куда-то. Я очень мучился. Уже стемнело. Хаким Джон вдруг появился на той стороне улицы. Его одежда была вся в грязи. Его лицо было в крови, шея исцарапана. Бабушка подбежала к нему и обняла изо всех сил. Она не разрешила мне наказывать его. Позже я понял, что он бегал в сад, находящийся за городом. Наш сосед занимался там пчеловодством. Он хотел принести для вас мед? А, дедушка? Да. Умеет? Умеет.
Идем обедать. Потом что, дедушка? Он нашел мед? Да, сынок. Я вылечился благодаря этому. Дедушка, пойдем обедать. Пожалуйста. Сядь прямо, сынок. Дедушка, почему мы едим из новых чашек, а ты всегда кушаешь из старой? Ешь. За столом много не разговаривают. Возьмите чай. Потому что мне нравится эта чашка. Эта чашка придает мне силу. Он не дает ребенку спать. Ты слышишь? Я с тобой разговариваю. Я что могу сделать? Ты никогда ничего не можешь сделать. В конце концов, его болезнь перейдет к ребенку. Сколько раз я говорила тебе, они не должны спать в одной комнате. Пожалуйста, не обращай внимания. Ложись спать. Спать? Я не могу так. Ты меня понимаешь? Как можно не обращать внимания? Он за дверью. Как ты можешь спать? Я не понимаю. Не преувеличивай. Извините, я разбудил вас. Папа, ложитесь спать. Доченька, давай я сам подмету. Папа, пожалуйста, ложитесь спать.
Проходите. Полвон, замолчи. Вот это место. Все это? Да. Побелите все здесь. Внутри и снаружи. Сколько это будет стоить? Проходите, посмотрите. Мамочка, дедушка переезжает из нашего дома насовсем? Да, он переезжает в свой дом. Туда, где мы раньше держали нашу корову? Твой папа там все отремонтирует. После ремонта там будет красиво и чисто. Снимай. Папа, я думаю, там вам будет лучше. Конечно, сынок. Не думай об этом. Мы рядом с вами. Дедушка, я буду приходить к тебе в гости. Всегда буду рад. Каждый день приходи к своему дедушке. Ну вот, проблема решена. Да. Да, Рустам. Я не занят. Дедушка, вы забыли эту фотографию. Ее место здесь.
Муж Насибы вернулся из России. Хаким? Муж Насибы из России вернулся. Представляешь, он не привез ни одного дирхама. Что за человек, да? Как можно жить с таким мужчиной? Я не понимаю. Бедная Насиба. Что ты делаешь, сынок? Это секрет. У тебя не было до этого секретов от меня, сынок? Если я вам скажу, моя мечта не исполнится. Что это? Эй! Что это я тебе говорю? Я жду. Дедушка сказал, эта чашка волшебная. Она придает силу. Дальше что? Говори мне, а не то я ударю тебя. Не бейте меня, папа. Я вас очень люблю. Я это уже слышал. Умет. Эта чашка волшебная. Когда вы станете старым и немощным, как дедушка, я буду кормить вас из этой чашки. Хаким!